Ассаламу алейкум, и сенмесес, и Стоп. просто... Ты что, прям в маске, что ли, будешь? А что, нельзя, что ли? У меня, смотри, какая масочка-то модная. Да и к тому же ты тут сидишь у меня слишком близко. Давай ты вот отсядь, а я без маски, окей? Окей. Все. Ассаламу алейкум, и сенмесес, и просто здравствуйте. С вами Ренат Хабибуллин и татары сквозь время. Итак, ранняя средневековая история татар. Еще при первом разговоре мы с вами узнали, что было несколько государств и народов, которые на данном этапе повлияли на формирование этногенеза татар. И одним из таких государств является Великая Болгария. Во время продвижения гуннов, а это как раз то самое пресловутое великое переселение народов, в причерноморские и приазовские степи наряду с другими тюркоязычными народами пришли болгары. Болгары, жившие в степях Кубани и Причерноморья, объединились в 603 году с племенами Уннагундур во главе с кланом Дуло и сформировали свое этнополитическое объединение. Некоторое время они находились в зависимости от аварского каганата, но в 635 году правитель болгар Аргана и его племянник Кубрат, выросший при дворе византийского императора, сбросили власть аварского каганата и создали в степях Восточного Причерноморья союз племен. Этот союз и вошел в историю как Великая Болгария. Столицей Великой Болгарии была Фанагория, античный город на Таманском полуострове. Здесь были сосредоточены ремесла и торговля. Основным же занятием болгар являлось кочевое скотоводство. Кубрат, по видимости, был крещен в Византии, а само государственное объединение Великая Болгария выступало как их союзник. Известно, что Кубрат даже принял от императора титул Патрикия. Данный титул на тот период времени даровался особо приближенным императора, выдающимся губернатором и полководцем. Очевидно, император Ираклий воспринимал новое образование в качестве собственной провинции. Однако уже после смерти Кубрата в 670 году его держава распалась, просуществовав всего 25 лет. Факт расселения болгар достаточно хорошо зафиксирован письменными источниками, а также подтверждается сходством археологических материалов. Они были обнаружены в Нижнем Подунавье, это там, где река Дунай, Паннонии, это там, где сейчас Венгрия, Австрия и Словакия, Поволжье и на Северном Кавказе. 5 сыновей Кубрата во главе своих племен оказались на разных территориях. Двое из них, Бадбаян и Катрак, остались в причерноморских степях. Они там подпали под влияние хазарского каганата, а в историографии византийских и русских источниках они упомянуты как черные болгары. Сын по имени Аспарух ушел на Дунай, основав первое болгарское царство. Они некоторое время сохраняли дуализм в организации власти и языке, но после принятия христианства в 864 году были ассимилированы славянами. Еще двое сыновей Кубрата, вероятнее всего, ушли в Паннонию к аварам. Одна из групп, по всей вероятности руководимая сыном по имени Кувер, стала играть важную роль в политике аварского каганата, после чего Кувер поднял мятеж и перешел на сторону Византии. Впоследствии эта группа вошла в состав балканских болгар. Другая группа болгар, которой правил Альцека или Алзека, вмешались в аварии в борьбу за престолонаследие и была вынуждена бежать, просить убежище у франкского короля Дагоберта в Баварии, а после бежать в Италию. Великая Болгария просуществовала относительно недолго, но, как указывают историки, в этот период сформировалось особое этнополитическое самосознание, поскольку после распада и переселения различные группы болгар и на новой родине сохраняли свой этноним и характерные элементы духовной культуры. Еще одним этнополитическим образованием, которое влиял на формирование этнических компонентов татар, являлся хазарский каганат. Начальный этап образования хазарского каганата известен слабо. Но уже во второй половине VI века хазары часто упоминаются среди племен Северного Кавказа. Судя по всему, к 80-м годам VII века они уже уверенно господствовали на этой территории.
Правящий род хазар был связан с тюркским родом Ашина. Про род Ашина и государство тюркский каганат смотрите в предыдущем выпуске «Татар сквозь время». Хазарский каганат был одним из крупнейших политических объединений Восточной Европы и просуществовал до X века. Его территория включала на севере Среднее Поволжье, на западе доходила до Киева, на юге граничила с византийскими владениями в Крыму, с государством сасанидов, с Ираном, граничила в районе Дербента, а на востоке доходила до Приуралья. Аланские и болгарские группы, часть которых в то время вела уже оседлый образ жизни, играли важную роль в этом государстве. Крупнейшие города каганата, такие как Баланджар, Вараджан, Самандар, Итиль, Сакрель, известны не только по письменным источникам, но и по археологическим материалам. В городе Итиль, что находился недалеко от современной Астрахани, было много дворцов, синагог, мечетей, церквей, а также славянских капищ. Население Итиля, как и других хазарских городов, исповедовало разные религии и, по сути, было разноплеменным. Столица каганата являлась важным центром ремесла и торговли. Туда приезжали купцы из разных стран. Купцы шли из Руси, Болгарии, из Греции, с южных берегов Каспийского моря. Важно отметить, что разменной монетой служили хазарские металлические деньги. Что касается языка хазар, то на этот счет имеются разные точки зрения. По одной из них хазарский язык был родственным с болгарским и относился к агузскому типу. Это подкрепляется легендой Михаила Сирийца. Был такой в XII веке в Сирии патриарх, который вел исторические хроники. Так вот, он говорит следующее. В Скифии, это, соответственно, там, где были скифы, жили некие братья. Один из них, Бургариос, то есть булгар, переселился в Мезию, территорию современной Болгарии. Другой брат, Хазагер, родоначальник современных хазар, остался в Прикаспии. Текст легенды повествует о том, что хазары и булгары в глазах современников составляли этнополитическое единство. Их близость, возможно, объясняется наличием общего этнического компонента, который скрывается под именем Барсул или Барсула. Традиционное античное значение слова «барсилия» связывают с сармато-аланскими племенами, которые в период тюркизации слились в Восточном Предкавказье с хазарами, а в Западном — с булгарами. С приходом русов и печенегов во второй половине X века хазарский каганат рухнул. В то время как остатки хазарского населения жили в Нижнем Поволжье, Западном Предкавказье и Крыму вплоть до XII века. Видимо, часть их осталась в районе Волги, где они вместе с булгарами и суварами были основным населением города Саксин. После прихода русов и печенегов правитель хазарского каганата принял ислам. В то время хазары преимущественно исповедовали иудаизм. Окончательно хазарское государство было ликвидировано в 50-е и 60-е годы XI века. В результате в Нижнем Поволжье закрепилась Волжская Булгария. И вот здесь мы переходим к государственному образованию, которое, как я полагаю, для современных татар наиболее интересно. Волжская Булгария. Это, вероятно, то самое государство, которое становится камнем преткновения в разнообразных теориях о происхождении татар. О теориях происхождения татар смотрите в первой передаче «Татары сквозь время». Напомню, что одна из этих теорий практически отвергает влияние Волжской Булгарии на современных татар и фактически либо отрицает, либо максимально занижает взаимосвязь волжских булгар с татарами. Другая теория считает волжских булгар теми же татарами, только переименованными в татар. И третья теория, на которую опираемся мы в своих обзорах, это взвешенная теория, которая учитывает многокомпонентный характер этногенеза татар. Итак, начнем же разговор о Волжской Булгарии. Болгарские племена переселились в Поволжье в конце VII века. Там они оказались в окружении этнически близкого тюркского населения, которое пришло сюда несколько ранее. По данным арабских авторов, кроме булгар, упоминаются группы Барсил или Берсула, Эсегель, Савир или Сувар, а также Баланджир. В общем, здесь наблюдалась алано-хазарская, тюркско-агузская
и центральноазиатские компоненты. Небольшое отступление. Многих мучает вопрос о том, почему даже в исторических материалах болгары где-то пишутся через букву О, а в других же местах через букву У – булгары. Все дело в том, что в историографии, которая пришла к нам через русских ученых, все представители Великой Болгарии упомянуты через букву О, в то время как от татарских ученых мы видим упоминание о болгарах через букву У. Изначально болгары заняли территорию вдоль Волги от Самарской Луки до устья Камы, вытеснив оттуда балтославянские племена. Постепенно местные племена начинают консолидироваться вокруг болгар. В процессе складывания государства наиболее сильной оказалась этнополитическая общность булгар. В русских источниках они упоминаются как серебряные булгары во главе с Алмушем. На этой основе создаются два владения Эмирата – булгарский и суварский. Разгром хазарского каганата привел к усилению булгар около 980 года, объединившихся в единое булгарское государство. В X веке в состав населения Булгарии постоянно включаются отдельные группы агузо-печенежских и кыпчакских племен, а также соседние народы буртасы и мадьяры, которые ассимилировались с булгарами. Волжская Булгария занимала территорию от Окско-Свияжского междуречия на западе до Южного Урала на востоке, от Пасурья и Самарской Луки на юге до Предкамья на севере. Учеными обнаружены около 200 археологических городищ, среди которых, судя по письменным источникам, были как крупные города, так и небольшие городища-замки. Столицей Волжской Булгарии был город Беляр. В русских рукописях упомянут как великий город. Ученые исследовали могильники конца VII – начала X века с языческим погребальным культом. Когда хоронили с вещами усопшего, использовали культ коня и прочее. Это как раз к разговору о том, как культура тюркского каганата влияла на булгар. С первой же половины X века наблюдается мусульманская обрядность. Ориентация к кибле, головой на запад, тело чуть повернуто на правый бок. Также спокойным не наблюдается никаких личных вещей. Изученные наземные жилища представляют собой либо землянки, либо полуземлянки, а также кирпичные и белокаменные здания, мечети, бани и прочее. Также хозяйственные постройки, гончарные и металлургические, горные, производственные помещения. Основу хозяйства булгар составляли земледелие, полуоседлое и стойловое скотоводство, рыболовство, охота на пушного зверя, разнообразные ремесла, а также участие в региональной и мировой торговле. Кстати говоря, с историей того уникального исторического периода можно познакомиться в городе Булгар в Татарстане. Здесь сохранились уникальные артефакты и реконструированы здания той эпохи. Кстати, было бы интересно узнать, бывали ли вы, наши зрители, в тех местах, и если да, что вас по-настоящему удивило и запомнилось. Обязательно поделитесь с нами своими мыслями в комментариях под этим видео. А в следующий раз мы продолжим разговор о Волжской Булгарии и расскажем вам много нового и интересного. Будьте с нами, ставьте смачный интернациональный лайк к этому видео и не пропустите новые выпуски. Это были «Татары сквозь время». Ассаламу алейкум, сау булгас и до новых встреч. Пока.